сидит, блядь, 3 года, нахуй, и хуйней мается, блядь, конкретно, блядь, нахуй. Они не знают, блядь, кого даже сейчас уже, блядь, поддерживают, по идее, блядь, нахуй. Вот мы посмотрим, как их будут вязать, нахуй, вот, через конец войны, блядь. Вот посмотрим, кого, как этого одного гандона уже вроде отправили, он живой, нет еще, блядь, неизвестно, что давно. Этот, Майкл Наки, я не смотрел, блядь, живой или нет, блядь, этот хуй, который попал, блядь, Аляудина, блядь, или не попал он туда, ну, который, блядь, хуй какой-то, блядь, который скрывался постоянно, потом его взяли. Непонятно, не помню. Воюют недалекие, как свиньи на бойне. Как быстро США из гегемонов и недружественных стран превращаются в партнеров для РФ. Пока они глотки надрывали, призывая превратить США в радиоактивный пепел и сделать из Америки пролив им Сталина, в Кремле решили, что торговать родины это куда выгоднее, чем махать картонным сарматом. Хотя чему удивляться, Путин еще во время работы в мэрии Петербурга участвовал в продаже редкоземельных металлов за рубеж. А теперь то Китай за бесценок получает газ, то в Африке прощаются долги, то 300 миллиардов замороженных активов РФ готов использовать на восстановление Украины. О, оно как. Не ссать в подъездах в обмен на месторождение выгодное предложение. Чешут затылки русские Иваны. Не понимают, как профукали момент, когда злобное стремление чертовых пиндосов украсить природное богатство России снова стало перспективой взаимовыгодного сотрудничества. У поклонников русского мира диссонанс. 3 года они воевали с проклятым НАТО, угробили сотни тысяч жизней, а теперь, получается, пора готовить экскаваторы, чтобы американцы пришли и вежливо выкопали российские недра. Да, интересно звучит, блядь, нахуй. 3 года ебашились, захватили эти места, Донбасс, Мамбас, Хуймбас, вот эти, блядь. И получается, сейчас американцы придут и там будут рыть, нахуй. Охуенно, да, блядь, нахуй. Тут еще даже интересно, блядь. Пошел, нахуй, такой тор, блядь, базар пошел, такой. Минано, блядь, мина, ёк, миники, ребят, нахуй, миндёкши сурам, нахуй. Ёк, миндёкши кутумя, ребят, нахуй. Вот из этой категории, понимаете, нахуй, блядь. Вот полный пиздец, блядь, получается, нахуй, сейчас будет на перегонки. Нет, зелье будет говорить, у меня купи. Путин говорит, нет, я дешевле даю, нахуй, еще в рот возьму, нахуй, Путин будет говорить. Вот примерно из той категории, понимаете, вот рыночная экономика. Я в тот день только вам об этом рассказывал, блядь. Деньги, товар, деньги, насчет оружия, блядь. Но тут получается, нахуй, не то, что оружие, блядь. Тут они, сука, блядь, готовы, блядь, свою жопу продать, нахуй, эти узкожопые, блядь. Лишь бы, нахуй, американец, нахуй, посмотрел на их, так скажем, алюминий и другие металлоломы, блядь. Я хуею просто, блядь. Особый шик мантра про то, что Зеленский продает Украину. Она теперь заиграла новыми красками. Теперь Путин предлагает американцам российские недра. Но это другое, вы не понимаете. Воевали с Западом в Украине, а теперь все, недра отдавать. Почему? Может, чтобы дед снова заныл, что его надули? Ну или потому что победили и можем повторить. Да, кстати, он же, блядь, нахуй, и из Пидорахии, получается, хочет это заключать, блядь, не только с Донбасса, понимаете, блядь, и там, короче, везде он хочет, так скажем, разложить, блядь, свои территории, блядь, нахуй. Ну, всяко мы, как вот здесь, я говорил, блядь, из Башкортостана тоже, наверное, Хабиров этот гандон начнет, блядь, из Татарстана Миниханов, блядь. Так что ожидайте, блядь, нахуй. Учалинский район, как раз там, Учала, Башкортостана есть, куда меня, блядь, в свое время приглашали на работу. Я говорил, нахуй это мне надо. И вот в Учалинском районе есть всякие шахты, блядь, какие-то рудники, что ли, блядь. Какая-то хуйня там есть, блядь. Это даже не курса, блядь, чего. Короче, что-то там копают, блядь. Вот явно, блядь, оттуда начнут скоро добывать что-нибудь, нахуй, блядь. То, что даже не хотели добывать, ну, начнут добывать. Так, идем дальше. Вот здесь что? Герои СВО будут охотиться на мигрантов. Потапенко. Предприниматель Дмитрий Потапенко о том, что будет после войны с ее участниками. Ну-ка, послушаем, что будет. Недолго, надеюсь. Вернется около полмиллиона бойцов, и этим бойцам нужна какая-то задача. И задача с подпиткой деньгами. Потому что люди, которые раньше получали там 15 тысяч, стали получать 200 тысяч и вернулись, если они там оказались здоровыми, то как нужно расплачиваться за кредит, который набрали в семье. Что они будут делать, когда играть? Мы прожили 3 войны, афганскую и чеченских, соответственно, бандитизм был в том числе одним из важных социальных лифтов. Сейчас такого бандитизма пускать не будут, постараются в том числе их немножко по-лайтовому как-то закинуть в органы власти. Если из 500 тысяч хотя бы 10 тысяч будет являться активными игроками политического поля, и врага не найдешь. Враг нужен более масштабный. Соответственно, нужен какой-то конфликт, либо внутренний, либо внешний. Скорее внутренний, чем внешний. Такая внутренняя гражданская война. Это тоже один из возможных социальных лифтов, который можно применить для ассимиляции избыточной энергии силовой. И понятно, что есть некий конфликт про пятую колонну, но пятая колонна слишком маленькая. Скорее всего, будет такая история герои против мигрантов. А мигрантов здесь, ну, по самым скромным подсчетам, миллионов 10. Тут есть как раз. Короче, понятно. Я, как вам предупреждал, мигрантам теперь это касается. Узбек, таджик, кыргызларга, которые петушитесь, выходите там, блядь, ходите побольше нахуй, блядь. Ну, скоро вам кислород закроет конкретно. Я вам не зря говорил, блядь, пиздуйте нахуй куда-нибудь в Америку, в Европу, в Корею, я не знаю, блядь, съебывайтесь нахуй с этой пидорасии, блядь, освобождайте эту пидорасию, я вам говорил, блядь. Нет, вы как клещи нахуй привыкли туда нахуй. Ну вот, скоро вас будут нахуй ставить к стенке нахуй, блядь, унижать, ну, точнее, блядь, унижать, так вы уже гуськом ходите нахуй, там, не знаю, уже не гуськом будете ходить, наверное, уже будете ходить, наверное, вам сделают табуретки такие, табуретки, и там будет вот такой штык нахуй, блядь, такой, блядь, и будете вы садиться туда нахуй, так, блядь, жопой нахуй, и в итоге нахуй будут каждый вас проверять нахуй, как говорится. А там размер разный будет нахуй, швабра может быть, дубинка нахуй, блядь, топор может быть нахуй, разный, кувалда может быть нахуй. Ну вот будет вас сажать всех нахуй, вот этих 3 нации, особенно, которые любят пидорасию, и всех вас будут нахуй так проверять на вшивость нахуй. Порвется ваше очко или нет нахуй. Вы вот этого ждете, блядь, чтобы вам порвали очко и отправили домой нахуй зашивать. Вот и все. Так что, Тугамлар, живите дальше в этой пидорасии нахуй. Наверное, в конце концов станете пидорами нахуй. А по-другому никак, блядь. Идем дальше. Так. Ну тут долго, короче. Европа дает гарантии безопасности, бои вокруг НАТО. Президент Франции Эммануэль Макрон обещает направить в Украину миротворческие войска. Дональд Трамп уверен, что Россия на это согласится, при этом, что вступление Украины в НАТО... насчет вступления в НАТО, я об этом говорил. Смотрите. Это украинцам касается. Украинцы, дорогие мои, смотрите. Я вам, блядь, и плохо говорю, и хорошо говорю. У меня эфир по-разному проходит, блядь, по настроению, нахуй. Смотрите, послушайте. Вот нормально, блядь, вот со стороны виднее, поймите одну вещь. Вам не нужно, блядь, заходить в это сраное НАТО, блядь. Нахуя вам эта обуза нужна, блядь? Вы богатая страна, блядь, сама по себе. Вы каждого в НАТО можете поиметь, понимаете, нахуй? Чпокнуть любую эту страну, блядь. У вас все есть. И плюс ушлость, нахуй. Мы же ушлые, блядь, СССРские все ушлые, нахуй. Мы же, блядь, как говорится, без вазелина можем трахнуть любого, понимаете, блядь? Не нужен нам вазелин, нахуй. Хватит только, нахуй, слюны, блядь. Вот, смотрите, когда вас, ну, точнее, блядь, Зеленский говорит, блядь, НАТО, защита нам нужна, НАТО, блядь. Блядь, поймите, нахуй. Вот вам арифметика, блядь. Сам Макрон сказал, от меня 10 тысяч. Со всей Европы 30 тысяч армии соберется, говорит. Какая нахуй вам защита нужна? 30 тысяч армия защитить 40 миллионную Украину? Вы не смешите, блядь. Вы там, блядь, воюете. 600 тысяч сказали. Кто-то говорит 450 тысяч. 600 тысяч сейчас на войне, блядь. Вы надеетесь на 30-тысячную армию? Ну вы смешите. Когда я вам даже говорю, что если мы зайдем к вам, я буду собирать 50-тысячную армию. 50-тысячная армия из Башкортостана с Татарстаном. Хотя бы по 25 каждого.
идеале 50-50, 100. Понимаете? А эти европейцы, 28 стран, вам говорят, нахуй 30 тысяч, блядь, не смешно вам, блядь, да? Самим, блядь. Это же математическое, так скажем, блядь, идиотизм, блядь. Понимаете? Я считаю, что это полный, нахуй, абсурд всего вот этого, ну, то, что, блядь, новостей. Я не верю этой херне, не верю этой херне, что вот этот, так скажем, блядь, нахуй, заход ваш, блядь, в НАТО изменит ваше положение. Если Путлер захочет, вас, как говорится, чпокнуть нахрен, и в НАТО чпокнет, поймите, блядь, нахрен. Если он, блядь, точит движение, если помните, когда-то уже высказывались, на каком-то эфире тоже я говорил, в Латвию. В Латвию, которая, блядь, нахуй, граничит с этой Псковом, блядь, нахуй, вроде бы, если я не путаю, Эстония, это все места, блядь, они легко могут зайти туда. Они говорят, что Финляндия, через Чиркинес, блядь, нахуй, Чиркинес, это, блядь, Киркинес, блядь, по-русски. Вот, зайти в Европу им похуй, блядь, поймите, блядь. Поэтому, когда вы говорите, что в НАТО, это самоунижение, блядь, это унижение. Вот прикиньте, то же самое, что нам предлагают войти в Туран, блядь. Нахуй нам нужно, блядь? Нахуя нам нужно туда входить, если мы сами можем, блядь, как говорят, самоидентичные быть, нахуй, блядь. Самоидентичные, блядь, нахуй. Как это говорят? Самодостаточные такие, блядь, нахуй. Бабы сейчас ищут мужиков самодостаточных, нахуй, блядь. Вот это самодостаточность, нахуй, блядь, Башкортостана, Татарстана хватает, нахуй, блядь. Даже дагестанские хватает, мы недавно узнали, что она богатая, блядь. И что вы хотите? Самодостаточные, вот до этого я вам карту показывал. Украина хочет каком-то несамодостаточном, нахуй, блядь, НАТО делать. Объясните. 30 тысяч армии в НАТО, что вы потеряли? Я не могу понять. Что, 28 стран вас защитит? 30 тысяч армии, блядь? Получается, блядь, 30 тысяч армия, 28 стран. Это что, блядь, нахуй? По 300 человек, что ли? Или я что-то 30 тысяч? По 1000 человек, блядь. 1000 человек с каждой, по 1000 с каждого они предлагают, блядь. 1000 солдат с каждого страны, блядь. Охуенно. Ну, конечно, Макрон сказал 10 тысяч, Франция сказал. Ну, а так вообще, блядь, легион французский, да? А так 1000 человек с каждого область, хочу сказать, блядь, страны, блядь, нахуй, европейской, блядь, 1000 человек с каждой страны. Если у вас, блядь, там в день в Украине, наверное, по 1000 человек только ложатся, блядь, просто так, блядь, а они вам говорят, 1000 человек дадим, блядь, с одной стороны, блядь. Ну, как можно в эту страну вляпаться? Теперь что я хочу сказать. Взяв свою независимость, Украина, если по нашему ходу было бы все движение, Башкортостан с Татарстаном, независимость и так далее, уничтожить Москву, то вы сами по себе независимо, богато, ни от кого, демократично жили бы спокойно. Нахрена вам это НАТО, блядь? Но когда у вас, блядь, под жопой, вот там, нахуй, блядь, в московском болоте сидит чмо какое-то, блядь, болотное, блядь, нахуй, пугало, блядь, конечно, у вас будет постоянно какая-то перетряска, блядь, организма. Но для этого, чтобы оно не было, нужно объяснить европейцам и всем на земле, что этого гондона, блядь, гуманоида, блядь, нужно уничтожить. Вот только тогда обретется мир в Украине и во всем мире. Все, понимаете? Теперь добавим насчет заинтригованности Европы насчет африканских земель. Насчет африканских земель заинтригованность есть у Франции, как мы знаем. Я до этого постоянно вам говорил, в Мали, Фасо какой-то еще, Буркина-Фасо, короче, в Нигере, короче, и везде, нахуй, вроде бы присутствуют французы. Но туда залезли эти мрази Вагнер, блядь, нахуй, ебаный, этот Кощей Бессмертный Вагнер, блядь. Они там мусорят, хуйню маются, пытаются рыть, нахуй, золото, блядь, нахуй, и баламутят положение. Там уже, блядь, веками, нахуй, колония, блядь, Франции, налажено все. И тут, нахуй, как в жопу, как говорится, лезут без вазелина эти узкожопые. Нахуя им они нужны? И теперь возникает вопрос, почему я эту тему поднимаю? Пытаюсь, нахуй, донести вам, что если мы с Украиной договорились бы, вот я от имени Башкортостана, Татарстана, я вам это заявляю, договорились бы об уничтожении московского правительства полностью, нахуй, то тогда европейцам откроется вся Африка обратно. Никто больше никогда туда лезть не будет, поймите. Надо же, блядь, мозгами чуть-чуть думать, нахуй. Понимаете? Поймите одну вещь. Когда ты заядло вот работаешь, да, ты зацикливаешься только в одной работе. Ты не можешь фильтровать уже процесс, то, что происходит вообще в мире. А вот когда сидят люди, почему политологи выходят, что-то пиздят о чем-то, блядь, говорят, так будет, так, гадают, блядь, всякую хуйню, блядь. Тут гадать нахуй ничего не надо, блядь. Просто нужно наблюдать. Наблюдаешь, смотришь, блядь, нахуй, в тишине, голова у тебя не забита, нахуй, бездельники, нахуй, сейчас в данный момент пока мы. И вот смотришь, блядь, на это все положение и понимаешь, что, блядь, если, блядь, всегда третий лишний, поймите. Убираешь, блядь, одно звено, вот это, все, нахуй, будет нормально. Тет-а-тет, два компаньона могут договориться обо всем. Поэтому я считаю, блядь, нахуй, помощь это будет, плюс еще, блядь, нахуй, Европе, если мы уничтожим Москву, блядь, заходом через Украину, как говорится, походом, блядь, в Башкортостан и в Москву. И вот тем самым, что происходит? Просто нужно донести это европейцам, что плюс ваш будет таким. Короче, Америка, нахуй, будет забирать по чуть-чуть свои долги, вот эти страны, нахуй, которые он пытается повесить на Украину. Каким образом? После того, как будет уничтожена Москва. Это раз. Второе, привлекательность уже, сейчас же залошарили Европу, залошарили, получается, залошарив Европу, они остаются как-то неудел, блядь, что за хуйня, да? И тут мы понимаем одну вещь, чтобы их тоже отблагодарить, это украинцам касается, отблагодарить европейцев, нам нужно сделать такой ход, блядь, конем, так скажем, блядь. Американцы, эти пиндосы ебаные, нахуй, получают какие-то куски недр в Украине, договорились. А европейцы не лезут туда, а договариваются с нашими недрами. Понимаете, какой, блядь, тема? И добавок вся Африка, вся вот эта вся низ, нахуй, что хотят, пусть делают, нам нахуй это не надо, блядь. Там они будут делить всю эту тему с Турцией, блядь. Там же еще, блядь, гегемон Турции образовывается. Это со своим странным Тураном, блядь. Вот пусть они нахуй, между собой нахуй, договариваются. Они договорятся нахуй. Давно Туран сосет у Европы хуй, блядь, так что он давно в деле. Проблем нет у них. А вот европейские движения нам нужны. Нам как раз-таки Башкортостану, Татарстану, Чувашии, Удмуртии, Мариэлю, Бурятам, Якутам, всем они нужны будут. Почему? Это как раз-таки противостояние Тискер Коров, Тискер Коров, Китайга. Понимаете смысл какой тут идет, блядь? Трамп уебок нахуй.
Он же тупой, нахуй, по идее, блядь, нахуй. Он, блядь, думает, блядь, президентом становится, нахуй, блядь, умный, туда-сюда, нахуй. Нет, просто бабки рулят, бабки. Я никогда не думал, что в Америке рулят бабки, нахуй. И видя этого гандона, теперь я понимаю, что и в Америке рулят бабки, нахуй. Коррупция там тоже есть, нахуй, просто мы его не видим, нахуй. А в Федерации оно открыто, нахуй. Мы его знаем, блядь. Свое, блядь, родное, коррупция, нахуй. И вот, поэтому для Америки это было идеально. Почему?